Журналисты со всей России нашли свой Севастополь. Пресс-тур, организованный правительством Севастополя, позволил десяткам столичных и региональных журналистов почувствовать себя туристами, открывающими город и его окрестности по-новому. И не только как базу флота со славной героической историей, но и как центр культурно-познавательного, событийного и гастрономического туризма Крыма. В интересную насыщенную трехдневную программу пресс-тура организаторы включили знакомство с Севастополем и его окрестностями, посещение мест боевой славы, объектов туристической инфраструктуры, кафе и ресторанов, а также знакомство с перспективными планами развития города. Итак, по порядку. Транспортная составляющая – оптимальный вариант для нас, жителей Восточной Сибири. Это авиаперелет Москва-Симферополь. Порадовало реконструированное здание аэропорта Симферополя, в котором в настоящее время строится новый аэровокзальный комплекс, главный авиаузел Крыма. Путь на автобусе до Севастополя занял более 1,5 часа. Прекрасно знающий материал экскурсовод, хороший минивэн и новые впечатления – все, что нужно для незабываемой автомобильной экскурсии. Сегодня Севастополь имеет высокий статус города федерального значения. В его состав включены города-спутники Качу, Инкерман, Балаклаву и еще 39 разных муниципальных объединений. Получается, что по площади город спокойно может конкурировать даже с Москвой. Событийный туризм Севастополя достаточно многогранный, что позволит гостям города интересно проводить здесь время в любое время года. За короткое время удалось побывать в наиболее популярных у туристов исторических местах. Руины древнегреческого Херсонеса являются объектом культурного наследия Российской Федерации, а также главной достопримечательностью и местом археологических исследований Федерального музея-заповедника Херсонес-Таврический в городе Севастополе. Узкая полоска плодородной земли вдоль моря от современного Севастополя до поселка Черноморский, что на север от современной Евпатории. Это все были владения Херсонеса. Оттуда с Херсонесской хоры, сельскохозяйственной округи, в сам город Херсонес поступал хлеб и другое продовольствие. Но скифы во II веке до нашей эры захватили значительную часть херсонесских земель, и с тех пор наш город испытывал определенные трудности с продовольствием. Сам город Херсонес – центр этого большого государства. Херсонес-Таврический – духовная столица российского православия, Владимирский кафедральный собор в Херсонесе. По церковным преданиям и историческим свидетельствам, крещение великого князя Владимира Святославича состоялось в 988 году в городе Херсонесе или Корсуне. И святейший патриарх Московский всей Руси Кирилл определяет это место как особого значения, как сакральное. Потому что, наверное, здесь соединилось в этой купели, в этих водах Херсонеса, Черного моря, соединилось, наверное, две такие стихии. Стихия государственной власти, божественного промысла о нашем новом спасаемом Отечестве. Здесь мы с вами обрели ту веру, ту культуру, наследниками которой мы с вами сегодня являемся. Ту культуру, которую мы с вами сегодня можем видеть в музеях всего мира, в том числе в музеях нашего Отечества. Да? И ту духовную культуру, которая помогает сегодня воодушевляться подвигом нашим воинам, ратным подвигом воинов, людям творить милосердие и добро. Православная культура и воля князя Владимира сформировала здесь, имя крещения в купели Херсонеса, он сформировал ту уникальность, идентичность русского человека с его прекрасными качествами сострадания, милосердия, твердости своей веры. Здесь, в Херсонесе, ежегодно стекается огромное количество людей поклониться этому святому месту. Потому что, и, наверное, это совершенно объективно и действительно так и является, черпается благодать Божия, черпается та благодать, которую приобрел и князь Владимир. В современные дни Симферопольской Крымской епархии, Крымского полуострова
Конечно, они проходят пилот такой благодарности Богу за те события, которые состоялись, за тот мир, который сегодня имеют севастопольцы. И именно поэтому храм никогда не остается пустым. Именно здесь, отсюда начинались наши молитвы, чтобы не пролилась здесь братская кровь. Так и случилось, Господь это даровал. Именно здесь мы молимся о том, чтобы и вся прочая ситуация, которая сгущается, может быть, вокруг нашего Отечества, может быть, внутри, когда некоторые неверные сыны своего Отечества, да, пытаются, может быть, служить другим, иным богам, иным кумирам своей мысли, чтобы Господь не допустил и этих трагедий, которые сегодня сотрясают часто мир. Интерактивная экскурсия «35-я береговая батарея». Находясь в музее историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея», одновременно испытываешь чувство великой гордости и скорби, отваги и героизма за нашу Родину. Бронебашенная батарея номер 35 или 35-я батарея – одно из наиболее мощных фортификационных артиллерийских сооружений береговой обороны главной военно-морской базы Черноморского флота СССР, строительство которой было начато в начале XX века царской России для укрепления Севастополя как базы императорского Черноморского флота. Батарея номер 35 в Великой Отечественной войне героически действовала на протяжении практически всей обороны Севастополя 1941-1942 годов. Экспозиция музея размещена в казематах береговой батареи номер 35, экспонаты которой рассказывают об истории создания батареи и ее участии в героической обороне Севастополя, о событиях, связанных с последними боями на мысе Херсонес, судьбах бойцов и командиров. Музейная экспозиция разделена на 3 экскурсионных маршрута, которые заканчиваются посещением пантеона памяти. За время этой непростой экскурсии мы сполна получили информации о строительстве батареи, ее боевом прошлом, о ходе героической обороны Севастополя 1941-1942 годов, судьбах защитников города, принявших последний бой в районе 35-й береговой батареи. Неизгладимое впечатление осталось от посещения Балаклавы и водной экскурсии по Балаклавской бухте. Гагаринский Балаклавский район. Возраст Балаклавы почтенный. Вот. Если Севастополь относительно молодой, год основания 1783, 230 с небольшим лет, то в 2004 Балаклава праздновала 2500-летие 89-го. Вот. Здесь же была Балаклава закрыта, как и сам Севастополь. Вот Севастополь отчасти был закрыт именно из-за Балаклавы. Я объясню почему. Очень много закрытых, очень много секретных объектов, основная часть из которых по сей день либо закрыта, либо законсервирована. Один из которых завод подводных лодок, из которых сделали музей. Каждый выбирает себе сам, женщина, религия, дорогу, а рыба есть. Тогда, получается, можно историю выбрать, женщину и рыбалку. Да, да, все в одном. Если это Севастополь. Да. Те, кто любят историю, сюда надо, повторюсь, приезжать именно за историей. Конечно, легенд тут очень много. Сокровища наверняка все-таки в земле и воде есть. Основная часть вот Херсонеса, наверняка знаете, она, конечно, под водой. Поэтому вот после штормов постоянно молодежь сменоискателей, в общем-то, ходит. И я считаю, что если море что-то дает, надо брать. Но искать золото или что-то, или нет. Потому что, как правило, море дает, а забирает больше. Поэтому лучше не искать вот это больше. Увидеть берег Крыма с моря – это прекрасные впечатления, ощущения и неподдельная радость.
За короткое время пребывания мы на катерах прошли по рыбному мешку, так в переводе с турецкого переводится балаклава, и вышли в открытое море. Чего только стоят виды на мысы Айя и Фиолент и руины генуэзской крепости Чимбала. После веселой морской прогулки каждый участник погрузился в темное подземелье тайного мира эпохи Холодной войны. Мы совершили пешеходную экскурсию по подземным лабиринтам горы Таврос, увидели первый в СССР секретный подземный противоатомный объект для укрытия подводных лодок от атомного взрыва, подземный морской судоходный канал, пронизывающий насквозь гору Таврос с севера на юг, и экспозицию ядерного вооружения военно-морского флота СССР. Карта Севастополя и Севастопольского района. Но карта это необычная. Почему? На карте показаны подземные объекты двумя разными цветами. Так как вот желтым цветом это природные объекты показаны. Гроты, пещеры. А вот красным цветом это бывшие военные объекты. То есть объекты, которые в период Холодной войны на этой территории действовали. А вот здесь, около Балаклавской бухты, обозначен данный комплекс, в который мы сейчас вошли. Строили данный комплекс две организации: военный горностроительный отряд и метростроицы с помощью взрывных работ. Постепенно, взрыв за взрывом, прокладывались так называемые штольни, специальные коридоры, а потом еще часть штольни превращали в рабочие помещения. Ну вот такая вот техника, она применялась для вывоза скального грунта с мест взрывных операций наружу. Грунт перегружали машины самосвалы, перевозили в карьеры Балаклавского рудоуправления и там сбрасывали в отвал. Общая площадь построенного комплекса составила в итоге около 19 тысяч квадратных метров. Надо сказать о том, что внутри стен для большей прочности, это еще одна особенность, залит бетон. Есть места, где толщина бетона доходит почти до 3 метров. А что касается вообще этого комплекса, он мог выдержать прямое попадание ядерной бомбы мощностью до целых 100 килотонн. После экскурсии понятие холодной войны стало еще более понятным. Ну, конечно, Крым без лучезарного вина не Крым. В нем и соль, и сахар земли крымской, виноградники, знаменитые начинающие винодельческие хозяйства, винные фестивали и дегустационные залы, многообразие вин и их вкусов, серьезные инвестиции в производство – все это современный винодельческий комплекс Крыма. Удалось побывать на винодельческом хозяйстве «Золотая балка», чья живописная долина раскинулась на 2700 гектаров земли в Балаклавском районе, на стыке Крымских гор, Черного моря и бескрайней степи. Здесь же расположена и винодельня с одноименным названием, виноградники которой занимают 1400 гектаров лучшего теруара Крыма. Именно за ценность земли балку назвали «золотой». Наше преимущество в том, что, как я уже сказала, у нас 1500 гектаров. Ну, усредненное, да? Это все наш собственный виноград. Мы собираем его чисто вручную, всегда вручную, бережно. Потом, после этого, мы здесь же на заводе производим всю цепочку. Вы можете даже приехать летом и поучаствовать, и увидеть, как мы производим, как виноград загружается в бункероприемник, и как идет дальше на гребне отделение, как распевается ягода. Потом даже вы чувствуете ароматы, как идет первичное брожение. Затем, через некоторое время, переходит уже готовый винный материал на вторичное брожение, если это игристое вино, и здесь же разливается. Никуда виноград не отвозится, все здесь, все сразу. Плюс какой еще? Это наша почва. Во-вторых, наш климат. У нас необходима как раз сумма активных температур в летний период, как раз в период созревания, да. К тому же у нас большая разница температуры дневных и ночных, что тоже положительно сказывается на произрастании винограда. Ну и плюс все здесь сразу. Вы можете даже объехать все наши поля, продегустировать. Участники пресс-тура
имели прекрасную возможность ознакомиться с производством вина, производимым на современном итальянском и болгарском оборудовании, что позволяет гарантировать стабильно высокое качество продукта. При изготовлении вин золотой балки в производстве используют собственный виноград, выращенный исключительно на виноградниках Балаклавской долины. Это как европейские сорта шардоне, пино, мускаты, так и автохтонные – кокор и чернокрымский, бастардо-магарачский. Для производства вина применяются самые передовые европейские технологии. Незабываемая встреча с самой легендарной панорамой обороны Севастополя 1854-55 годов, самого посещаемого объекта Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя, где запечатлено все руками художников прошлого века, от хирурга Пирогова до атаки якутского полка, лица простых людей, ставшими героями на века. Невольно задумываешься, а сможешь ли ты так? Смотрите, третий бастион. Перед ним красные пятна, тела убитых англичан. Отражали тогда нападение англичан. А вот якутский, камчатский. То есть якутский, охотский, камчатский, они все были там в одной линии? Да, якутский вот он идет. Впереди на гнедом коне идет Антхулева. Вот он ведет якутский полк, но пришел с подкреплением. Когда уже рукопашная схватка на батарее Жировой шла, адъютант Хулева ведет как раз бойцов якутского. Скорострельность пушки была примерно 10-15 выстрелов в час. Почему такая разная цифра? Порох был дымным. Зарядили и выстрелили. И обслуживающее количество орудий расчета от 10 до 12 человек было такого орудия. Пушки эти заряжались с дула. Сначала сюда положили такой специальный волочный пыш, который создавал пороху камеру. Затем фасованные мешочки с порохом. В зависимости от калибра мешочки были 1,5 килограмма, 2-2,5 килограмма. Затем еще один пыш, получается 2 волочных пыжа, между ними порох. Вот это пороховая камера, такая простейшая. Затем закатывали ядро с дула. И если орудие надо было стрелять не вверх, а прямо или чуть вниз, чтобы ядро не выкатилось, еще один пыш войлочный. Здесь небольшое отверстие, которое залили медью уже, куда подносили огонь, воспламенялся порох и стреляло орудие. Впервые в Крымскую войну начинается прообраз вот этого вот защиты обслуживающего расчета в виде корабельных канатов, а сейчас у нас такие бронебойные щиты стоят, да, как фартуки защищают. Впервые начинаем использовать здесь у нас в Крымскую войну гипсовую повязку, наркоз, эфир и многое другое. И появляется Красный Крест женщины. Раньше мужчины были медбратья. Считалось неприличным, чтобы женщины носили, переодевали, либо обмывали раны мужчины. Ну, физически поднять мужчину это сложно. Любым приморским городом обязательно нужно хотя бы раз полюбоваться со стороны моря. Поэтому мы совершили морскую прогулку в арт-бухте Севастополя на двухпалубном теплоходе, где полюбовались морскими видами, а главное – увидели своими глазами гордость Севастополя – корабли военно-морского флота России. И сразу вспоминаешь встречу с организаторами Большого Севастопольского благотворительного офицерского бала. Проект, который был организован, инициирован гражданским обществом Севастополя, это проект гражданской солидарности. Это очень важно. Что это значит? Что абсолютно разные ресурсы подключаются при создании проекта. Ресурсы, будь то компании, также обычных горожан, правительственные ресурсы. То есть это именно такой проект, который делается общими силами. Он, естественно, городской, потому что в нем задействовано городское сообщество, в нем задействованы гражданские участники, гражданские пары, в нем задействовано очень много людей, которые помогают проекту состояться, зрители.
все, кто находится у нас на площадке. И мы, конечно, хотим, чтобы он стал еще более распространенным. Происходит ежегодно в конце июня, обычно это 20 числа. Чтобы на него попасть, нужно всего лишь отправить заявку на наш сайт, заполнить анкету, рассказать о себе. Дальше по возможности посетить то количество мастер-классов, которые получится. За неделю мы учим до 12 танцев, это я хочу отметить. Ну и, собственно, все, что нужно, это желание именно над собой работать. Это действительно так, если говорить об участии, потому что, я думаю, вы сами сейчас заметили, что чтобы учиться танцевать, нужно усердие, нужно старание и, конечно же, большое желание. Можно также поучаствовать в качестве зрителя. Тут ничего не нужно, кроме красивого дресс-кода и просто прийти на бал и уже лицезреть всю эту картину красивую. Особенностью нашего проекта именно Севастополя, в том, что на наш офицерский бал собираются военные и гражданские абсолютно на равных. В этом как раз и идея события, в том, чтобы именно военное и гражданское общество объединить, так как в Севастополе оно уже неразрывно связано. Здесь у каждой семьи так или иначе история связана семейная, родственная, с офицерами, с доблестью, с честью офицерской. Я вас уверяю, что вот кого ни спроси из местных жителей, они все не только очень уважают офицеров, не только очень уважают военную службу, но также ее бесконечно любят. И поэтому в этом проекте, естественно, участвуют не только военные, а вот именно и военные, и гражданские. Они у нас на репетиции вместе ходят, они объединяются, они дружат с семьями. Потом у нас создаются новые пары. То есть это такое большое объединение людей, большое сообщество, которое создается, и получается очень много, как же правильно сказать, наверное, я действительно скажу правду, если скажу, что это создается дружная и большая семья. Городу действительно есть что предложить своим гостям. На встречу с журналистами приехали организаторы фестиваля Владимира Высоцкого. Встречаешь этих людей и понимаешь, что поэзия Высоцкого бессмертна и останется в жизни во все времена. Я хвалился косою сожжению, нате, смерти. Я не знал, что подвергнусь сужению после смерти, но в обычные рамки я всажен, наспор вбили, а косую неровную сажень распрямили. И с меня, когда взял я да умер, живо маску посмертную сняли расторопные члены семьи. Я не знаю, кто их надоумил, только с гипса вчистую стесали азиатские скулы мои. Мне такое не мнилось, не снилось, и считал я, что мне не грозило. Слоган пресс-тура звучал как «Ваш Севастополь», что подразумевает то, что у каждого он свой. И действительно, каждый из участников тура нашел в Севастополе что-то для себя, отыскал в этом городе то, что ценно именно ему. Сегодня Севастополь – это современный город федерального значения, туристическая и экскурсионная столица Крыма, в которую хочется возвращаться вновь и вновь, вне зависимости от времени года, зимой, весной, летом и осенью. Город, у которого большое туристическое будущее и настоящее. Город, который любит своих гостей и где власти делают много, чтобы родная российская гавань засияла с новой силой. Состоялось выездное заседание 9-й внеочередной сессии Якутской городской думы. На повестке дня стоял лишь один вопрос – о присвоении наименования Севастопольская улица на территории столицы. Севастопольской назвали безымянную улицу в Гагаринском округе. Это проезд, соединяющий автостраду 50 лет октября и улицу Курнатовского после поворота за торговым центром «Мега». Инициатива исходила от молодежного историко-патриотического клуба «Отчизна». Идея эта возникла не случайно. Как только пошел разговор о вхождении Крыма в состав Российской Федерации, о возвращении Крыма в Россию и города-героя Севастополя, ко мне начали обращаться жители города, молодежь, общественные организации с предложениями о каким-то образом увековечить в нашем городе ту связь, которая есть между Севастополем и городом Якутском. Еще в Крымскую войну 19 века Якутский пехотный казачий полк героически сражался при обороне Севастополя,
за что был награжден георгиевским орденами, специальным знаменем георгиевским. И в память о подвиге наших земляков уже свыше 100 лет в городе Севастополе существует улица Якутская. А Великую Отечественную войну город Севастополь освобождала отдельная приморская бригада, армия, в составе которой были сотни тысяч якутян. Присвоение внутриквартальному проезду наименования улицы Севастопольская было одобрено специальной комиссией. В связи с активным развитием квартала были произведены ремонт и благоустройство дороги, благодаря чему на данном участке появилась новая полноценная улица общей протяженностью 990 метров. Вопреки беспокойству некоторых горожан, проживающих в квартале, присвоение новой улицы название не обернется сменой адресов и бумажной волокитой. Это заседание провели на территории строительства будущей поликлиники номер 2, которая будет иметь уже адрес Севастопольская 2. Надо сказать о том, что, значит, эта улица не потребует финансовых каких-то вложений в части, значит, изменения каких-то адресов и так далее. Вот. Это новая улица, и все те новые объекты, и в том числе, как я уже сказал, поликлиника номер 2, конечно, уже будут иметь адресат по улице Севастопольская. Впервые в современной истории Якутии представительный орган провел выездное заседание внеочередной сессии, что знаменательно и символично. Наименование улицы Севастопольская в Якутске произошло именно в тот день, когда в самом Севастополе проходил гражданский форум.